Приветствую, с вами Дон Сурвик. Сегодня, в честь скидок на всю линейку Resident Evil в Steam, которая будет длиться до 28 октября, вспомним с вами очень коротко сюжет этой франшизы. А кто его и не знал, то милости прошу. Будет реально интересно. Что из этого получилось? Пойдем посмотрим. Сюжетные линии первых трех основных игр серии повествуют о вспышке вируса в горах Арклей и его распространении в Ракун-Сити. Оригинальная Resident Evil рассказывает истории Криса Редфилда, бывшего военного летчика армии США и члена отряда Альфа, полицейского спецподразделения STARS при департаменте полиции Ракун-Сити, а также историю Джилл Валентайн, которая является бывшим членом организации Delta Force, задачами которой являются борьба с терроризмом, восстаниями и выполнение секретных заданий. Эти двое, пытаясь найти выживших отряда Браво, специального подразделения полиции STARS, вынуждены были отступить в особняк в горах. Они обнаруживают, что под особняком расположена база корпорации Umbrella, где разрабатывался Т-вирус, конечной целью которого являлось создание биологического оружия, известного как Тиран, в честь которого и назван вирус. Сама же корпорация является военной фармацевтической транснациональной корпорацией, одной из крупнейших фармацевтических конгломератов, базирующихся в Европе. Интересный факт: логотип самого посещаемого российского сайта, посвященного информации о эпидемии COVID-19, выполнен в виде логотипа корпорации Umbrella. Играя за одного из персонажей, игрок должен исследовать особняк, иногда с помощью Барри Бёртона или Ребекки Чемберс, члена STARS, американского полицейского специального отряда, пока их не предаст Альберт Вескер, который предстает в роли командира команды Альфа специального отряда STARS. В конце концов, выяснилось, что Вескер является двойным агентом, работавшим по заказу своего начальства на корпорацию Umbrella, который тайно планировал украсть Т-вирус. Хотя кажется, будто Вескер в оригинальной первой части Resident Evil убит тираном, он выжил и руководил некоторыми более поздними событиями игр серии из-за кулис. Resident Evil Zero более подробно рассказывает события, предшествующие первой игре. Главным героем выступает Ребекка Чемберс, которая, благодаря своим знаниям химии и медицины, получила место в элитном отряде STARS и занимала там должность медика. Она оказалась отделена от остальных членов отряда Браво и была вынуждена объединиться с беглым преступником Билли Коэном, бывшим морским пехотинцем США в звании второго лейтенанта, приговоренного к смертной казни. События Resident Evil 2 происходят спустя несколько месяцев после событий первой игры, когда крысы начинают заражать население Ракун-Сити Т-вирусом. Играя за Клэр Редфилд, сестру Криса, главного героя первой игры, или Леона Кеннеди, полицейского новичка, игроки должны сбежать из города, одновременно сражаясь с мутировавшим создателем вируса Уильямом Биркином. Resident Evil Код Вероника. Resident Evil Код Вероника продолжает историю Клэр Редфилд из игры Resident Evil 2. Спустя 3 месяца после побега из Ракун-Сити она была схвачена при попытке проникнуть в парижский центр Umbrella и доставлена в один из их исследовательских центров. Объект атакован силами Альберта Вескера, а его обитатели были заражены Т-вирусом. Клэр убегает и начинает искать своего брата Криса, имея дело с Альфредом и Алексией Эшфорд, которые были результатом эксперимента своего отца Александра. Впоследствии их отец сам был превращен Алексией в монстра, называемого Носферату. Resident Evil 3 Nemesis. Действие, которое происходит как до, так и после событий второй игры, игрок вновь берет на себя роль Джилл Валентайн, которая пытается сбежать из Ракун-Сити и оторваться от преследователя в лице другого биологического оружия Umbrella – Немезиса. Сюжет заканчивается уничтожением Ракун-Сити ядерным ударом и в результате распадом компании Umbrella. Resident Evil 4 рассказывает историю Леона Кеннеди, которому поручена миссия по спасению дочери президента Соединенных Штатов, которая была захвачена испанским культом Лос Иллюминадос во главе с Осмондом Садлером, целью которого был захват дочери президента Эшли Грэм
и вколоть ей паразита Лас Плагас, благодаря которому он мог брать под контроль зараженных им. Отправив ее обратно в Соединенные Штаты, она должна была передать паразита своему отцу, который тогда бы оказался под его контролем. Вместо зараженных-то вирусом зомби, Леон борется с жителями деревни, зараженными паразитом Лас Плагас. Resident Evil 5. Агент Альянса BSAA, который был сформирован Федерацией фармацевтических компаний после развала корпорации Umbrella, чтобы предотвратить угрозу распространения биоорганического оружия. Крис Редфилд должен прекратить продажу нелегального биологического оружия в Африке с помощью Шевы Аламар, которая работает в западноафриканском подразделении BSAA. Их задача – остановить Альберта Вескера, который собирается уничтожить человечество с помощью вируса под названием Уроборос. Сюжет Resident Evil 6. Повествует сразу о нескольких героях со своими сюжетными линиями, включая Леона Кеннеди, Криса Редфилда, Аду Вонг, специализирующуюся на шпионаже. Изначально она работала на конкурентов Umbrella. И Джейка Мюллера, бывшего наемника, родом из Западной Европы, внебрачный сын Альберта Вескера, которые вовлечены в инцидент с использованием биологического оружия, в результате чего президент Соединенных Штатов становится зомби. В сюжете рассказывается о новом быстродействующем зомби-вирусе под названием C-вирус, который был использован АНБ, чтобы вызвать страх у населения в целом, а сюжет сосредоточен на попытках главных героев остановить его распространение. И, наконец, последние заключительные части и Resident Evil Biohazard. Игрок берет на себя роль Итана Уинтерса, бывшего американского системного инженера, а в ходе развития сюжета еще и мутанта, инфицированного вирусом плесень. Итан хочет найти свою пропавшую жену Мию и должен защитить себя от странной семьи в их, казалось бы, заброшенном доме. Resident Evil Village. Спустя несколько лет после событий Resident Evil 7, Итан, Мия и их новорожденная дочь Розмари мирно живут в своем большом спокойном доме. Одним из вечеров пара готовится к ужину, как вдруг гаснет свет и происходят выстрелы. Мия убита, Розмари и Итана похищают. Через неопределенное время, очнувшись в заснеженном лесу возле трупов похитителей у разбитого автофургона, Итан пытается понять, что произошло. Вскоре становится ясно, что Итану вновь необходимо побороться за жизнь дочери Розмари, которая пропала. Он идет через ночной лес и в конце концов попадает в неизвестную европейскую деревушку, где в поисках своей дочки сталкивается с 4 семьями, которые существуют в неком симбиозе между собой и поклоняются загадочной матери Миранде. На этом суперкраткая сюжетная история Resident Evil от Dawn Survey подошла к концу. Обязательно подпишись на канал и прожми колокол, дабы не пропускать годноту от Dawn Survey. Удачи вам, друзья, как в жизни, так и на полях виртуальных сражений. Yo, I'm a motherfucking monster.